Первые случаи заражения коронавирусом официально подтвердили в Таджикистане. До сегодняшнего дня страна считалась свободной от этой инфекции. Таджикистан подтвердил 15 случаев заражения коронавируса в стране. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете всю правду, которую скрывали раньше. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. В связи со сложившейся ситуацией просим в первую очередь соблюдать правила личной гигиены. Часто мыть руки, не трогать лицо, носить маски в общественных местах. Министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана 30 апреля официально подтвердило наличие в стране коронавируса. Ведомство сообщило о 15 подтвержденных случаях COVID-19, от 10 в Сагдийской области и 5 в Душанбе, сообщает государственное агентство. В связи с этим Республиканская комиссия по профилактике коронавирусной инфекции объявила в Таджикистане с 4 мая летние каникулы для студентов 1, 2 и 3 курсов вузов и приняла решение об обязательном ношении медицинских масок в стране. Утром перед официальным объявлением глава Совета директоров клиники Ибн Сино в Душанбе Абдухалил Халигзот сообщил в соцсетях, что несколько сотрудников клиники заболели инфекционной болезнью, которая распространяется в стране, но при этом не назвал эту болезнь. А как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Власти долгое время отрицали, что в Таджикистане есть заразившиеся коронавирусом и умершие от него. В стране не закрывали школы и не отменяли массовые мероприятия. Проводился даже национальный чемпионат по футболу, который был прерван лишь несколько дней назад. Но при этом в период с 1 февраля по 30 апреля 2020 года на территории Таджикистана в карантин было отправлено более 10 тысяч человек, граждан Таджикистана и иностранцев, и более 8 тысяч продолжают находиться в нем и сейчас. Перед этим также умерла сотрудница больницы города Бахтара, 58-летняя женщина. Она работала в карантинной зоне, где в изоляции находилось более 400 граждан Таджикистана, прибывших из России. Власти утверждали, что медсестра скончалась не от коронавирусной инфекции, а от туберкулеза и гипертонии левого желудочка. На пневмонию, а не на коронавирус, Минздрав Таджикистана списал и смерть 60-летнего пациента в центральной больнице Джабор Расуловского района Сагдийской области. Пресс-секретарь ведомства Бибиханум Дарвишзода подчеркнула, что заболевший проходил тестирование на COVID-19, но результаты были отрицательными. Тем не менее, больницу, где проходили лечение умершие, закрыли на карантин. Также в Таджикистане в последние недели было много пациентов с симптомами похожей болезни. 19 апреля в Душанбе умер начальник отдела прокуратуры города Душанбе Джалалидин Перов. Минздрав Таджикистана сообщил, что смерть наступила из-за пневмонии и сменного гриппа H1N1, а коронавирусной инфекции умершего якобы не было. Но при этом все, кто находился с Перовым в одном палате, были отправлены на карантин. В начале мая Таджикистан может посетить миссия экспертов ВОЗ. Представители организации объедут медицинские учреждения и другие важные объекты здравоохранения, а по итогам визита расскажут о ситуации с коронавирусом в регионе. Не исключено, что признание властей Таджикистана о наличии в стране COVID-19 связано именно с этим визитом. Просим при появлении температуры, сухого кашля и слабости обращаться в медицинские учреждения по месту жительства. На этом у нас все. Просим вас оценить наше видео подпиской и лайком. Также у нас есть специальное предложение для тех, кто заинтересован в продвижении своего продукта. Мы предоставляем рекламу на очень выгодных условиях. Подробности будут под видео или же в шапке профиля. До скорой встречи. Берегите себя и своих близких и не болейте. До скорой встречи.